Здравствуйте! В эфире «Вести экономика». Мы рассказываем о том, как развивается промышленность и чувствует себя бизнес Чувашии. Кредит под государственные гарантии. За малый и средний бизнес перед банками может поручиться гарантийный фонд Чувашской республики. За 8 лет работы эта некоммерческая организация заключила более 500 договоров с предпринимателями. Благодаря такой поддержке бизнес смог привлечь 3,7 миллиарда рублей кредита. Этот обрабатывающий центр позволяет с высокой точностью фрезеровать и сверлить детали из МДФ и дерева. Пока это полуфабрикат, в будущем кухонный гарнитур. Директор фабрики на ее кухне признается, без подобного оборудования быть лидером на рынке сложно. Один такой станок стоит около 10 миллионов рублей. Когда появилась необходимость в его приобретении, стало понятно – без кредита не обойтись. Банки, они требуют залог, так как компания достаточно молодая, недвижимость мы еще не приобрели, и здесь нам здорово помогает гарантийный фонд. Сейчас, по-моему, наши последние заявки там, они нам обеспечили 18 миллионов по залогу. Благодаря поручительству гарантийного фонда фабрика приобрела 2 обрабатывающих и 1 пильный центр. Последний позволяет выполнять операции с точностью до 0,1 мм. С гарантийным фондом Чувашской республики фабрика сотрудничает уже 3-й год и планирует и впредь пользоваться его услугами. В гарантийном фонде отмечают, таких предпринимателей, которые обращаются за помощью регулярно, десятки. Условия для бизнеса более чем комфортные. Не надо дополнительно собирать большой пакет документов. Все они уже есть в банке, и специалисты фонда их и изучают. Решение о поручительстве принимают в течение 1-3 дней. Предприниматель сам может выбрать банк для кредитования. Среди партнеров гарантийного фонда большинство финансовых учреждений, которые работают в республике. У нас увеличен максимальный срок поручительства. Для сельхозтоваропроизводителя он составляет 10 лет, для остальных сфер деятельности составляет 7 лет. Также вот буквально в прошлом месяце у нас была увеличена мера ответственности фонда, то есть на 100% мы не ручаемся, ручались мы на 50%, а сейчас опять же, пожеланиям предпринимателей эта мера ответственности была увеличена до 70%. За поручительство гарантийный фонд берет вознаграждение. Его сумма зависит от отрасли, в которой работает предприниматель. Минимальный он для инновационной деятельности – всего 0,5% годовых. Максимальный для торговли – 1,5%. В 2017 году фондом было предоставлено поручительство в объеме 220 миллионов рублей, что позволило предпринимателям привлечь более 650 миллионов средств кредитных. У нас очень много повторно обратившихся предпринимателей. Для таких предпринимателей у нас даже предусмотрена система скидок, то есть если предприниматель обращается второй и более раз, то идет градация от 10 до 20% скидку мы можем предоставить по вознаграждению. Когда сюда заходят гости, говорят «дворец». Юрий Зорин отмечает – мечта, которая стала реальностью. Главный врач профессиональной стоматологии «Дентамед» много лет вынашивал идею создания большого центра, где в одном месте можно было бы получить весь спектр услуг. Наши пациенты, у них требования с каждым днем растут все больше и больше. Ну и соответствовать их требованиям, тут мы искали помещение. Вот. Это, во-первых, место расположения, очень удобные транспортные развязки, парковочные места для пациентов. В этом помещении на улице Водопроводной находился офис строительной компании. Под медицинскую клинику пришлось переделывать все, от пола до потолка. Сейчас здесь 6 лечебных кабинетов, 2 рентген-кабинета, кабинет дезинфекции, конференц-зал, где врачи проходят обучение. Чтобы выкупить здание и сделать ремонт, Юрию Зорину пришлось взять кредит. У нас возникла одна проблема. У нас не хватало залога. Мы обратились в банк, и тут банкиры сами нам подсказали, обращайтесь в гарантийный фонд, который оказывает государственные услуги в виде... поручитель сначала на покупку этого нежилого помещения, потом на покупку оборудования, потом еще докупали. Вот. Мы с ними сотрудничаем постоянно. Гарантийный фонд работает только с малым и средним бизнесом. Одно из важных условий – компания не должна производить подакцизные товары, а также вовремя выплачивать все налоги. Если кредитная история хорошая и предприятие не находится в стадии банкротства, то в лице гарантийного фонда она может найти надежного партнера.
Около 40 миллионов рублей в виде субсидий готовы предоставить Министерство экономического развития предпринимателям республики. Поддержкой могут воспользоваться те, кто приобрел оборудование для создания или модернизации производства. А летом очередной этап конкурсного отбора. Основные условия – это то, что что предприниматели приобрели оборудование новое, произведенное не ранее года, предшествующего года подачи заявки, это прошлый год. Максимальная сумма субсидий 15 миллионов, возмещается 50% от стоимости оборудования. И особо хочу обратить внимание, самая распространенная ошибка, которую делают предприниматели, это оставляют задолженность по налогам. К сожалению, если есть задолженность, мы к конкурсу вообще не допускаем. Канаш стал территорией опережающего социально-экономического развития. Он первый из 5 моногородов Чувашии, который получил подобный статус. Это большой плюс для инвесторов. Статус территории опережающего социально-экономического развития дает в течение 10 лет ряд льгот и преференций предпринимателям, которые будут создавать производство в Канаше. В частности, существенно снижена ставка налога на прибыль. Кроме того, бизнес освободят от налога на имущество и землю. Еще одна льгота – снижение обязательных страховых выплат с 34 до 7,6%. Те, которые заинтересованы в этой мере поддержки, уже могут обращаться за консультационной поддержкой непосредственно к нам в министерство или в администрацию города Канаша. Также на нашем сайте, на сайте нашего министерства и на сайте администрации города также есть соответствующие баннеры, на которых вся необходимая информация о требованиях и условиях имеется, с которой можно ознакомиться. Поэтому приглашаем предприятия, инвесторов участвовать, подавать заявки. Также у нас в городе Канаше сейчас осуществляется строительство индустриального парка, строительство которого будет завершено до конца этого года. Можно обращаться из-за этой меры поддержки. Делегация Чувашии вернулась из Германии. В городе Хемниц прошла презентация нашей республики для немецких чиновников и предпринимателей. Налаживать контакты с европейскими партнерами отправились руководители предприятий «Сейспель», «Элинокс», НПО «Каскад», «Строймаш», «Евротранснаб» и ряд других. В сентябре этого года республику с визитом посетят представители Министерства экономики и труда Саксонии, чтобы уже в 2019 году организовать деловую миссию немецких промышленников в Чувашию. Руководителям наших предприятий удалось договориться и о других направлениях сотрудничества. Бизнес наш договорился с рядом компаний, в частности с Вайрал Электроник по реализации совместных кабельных сборок. Это с компанией MV Automotive для производства электромагнитных клапанов для железнодорожного транспорта. Это тоже наши компании договорились. О совместном производстве, здесь вот, очень большая вероятность, что это произойдет, с компанией Тесора по разработке автоматических линий и производству электротехнического оборудования. Компании VMAS Innovative и компания Сейспель договорились о совместной разработке шпинделей для технологических линий, которые производит сегодня компания Сейспель. Это технологическая линия по сварке. Потом договорились компании с университетом. Университет у нас хорошую встречу провел по совместным исследовательским работу с институтом, с техническим университетом Хемница и Дрездена. Компания «Строймаш» должна войти в число поставщиков своей продукции первого уровня для завода по производству двигателей Volkswagen. Это были «Вести экономика», плодотворных контактов и процветания. До встречи в эфире.